уважаемые товарищи, продолжаем наши занятия по программе КПРФ. Сегодня у нас последнее занятие. Рассмотрим 3 параграфа. Основной параграф – это 3 этапа развития страны, в случае прихода к власти нашей партии. Так? Затем программа «Минимум» рассмотрим. То есть с приходом нашей партии к власти, какая программа у нас будет. Так? И последний параграф – идейное и организационное укрепление КПРФ. Они все небольшие параграфы, поэтому, я думаю, мы за час успеем закончить. Итак, 3 этапа развития страны. На предыдущих занятиях мы с вами рассматривали такие темы, как современный мир и Россия, так, уроки истории и пути спасения Отечества. Последнее занятие было, да, и сегодня 3 этапа развития страны. Так, партия видит 3 этапа мирного достижения своих стратегических целей. В 3 этапа мы можем прийти к власти, другими словами, или к построению нового общества. Так, первый этап. На этом этапе решается задача установления демократической власти трудящихся, широких народно-патриотических сил, но во главе с КПРФ, тем не менее. Для ее достижения демократической власти, да, коммунисты организуют народные массы в борьбе за их социально-экономические, политические интересы, возглавляют выступления людей труда, ветеранов и молодежи в защиту своих законных прав. На первом этапе партия возглавляет очень широкий фронт, можно сказать, действительно народный фронт. Так, партия добивается создания условий для честных выборов всех органов власти и формирования правительства народного доверия. Далее говорится в программе: овладение рычагами власти позволит устранить катастрофические последствия реформ, восстановить основные политические и социально-экономические права граждан, вернуть народу и взять под контроль государства собственность на противоправно присвоенные основные средства производства. Национализация создаст прочную экономическую основу дальнейших преобразований. Будет пресечено ограбление мелких товаропроизводителей крупным капиталом, чиновниками и мафиозными группами. Здесь таким образом, для того, чтобы одержать победу, мы добиваемся честных выборов. Мы уже об этом, 30 лет говорим, но, к сожалению, власть, наоборот, выборы делает все более сложными, закамуфлированными, переходит к голосованию онлайн, голосование, 3-дневное голосование и так далее. Поэтому мы добиваемся, чтобы все-таки, если бы были честные выборы, мы действительно уже и наших представителей гораздо больше давно уже провели во власть. Но этого пока не происходит. Дальше, что говорится? Если мы овладеем рычагами власти, то есть наши люди пройдут в Государственную Думу, пройдут на места в местных парламентах, региональных, да, займут места губернаторов. Сейчас назначение идет. Путин последнего губернатора Курской области, исполняющего обязанности, назначил Александра Хинштейна. Да? А по идее губернаторов тоже должны выбирать люди. Сейчас, вы знаете, возникает вопрос о выборе мэров городов. Там 4 города осталось, которые еще выбирали открытым голосованием все население. Сейчас и эти 4 города, видимо, закроют, в том числе и город Якутск. И выбирать мэров будут уже не граждане города, а выбирать будет городское собрание депутатов. Почему? А их там 30 человек всего. Почему? Пока это еще только они собираются делать, но говорят, Госдума в декабре месяце должна принять окончательное какое-то решение по выборам мэров. Посмотрим, подождем, что будет до Нового года. Так, смотрите, в случае, если мы овладеваем рычагами власти, то, конечно, мы начинаем исправлять то, что было сделано за 30 лет, так называемых реформ. Так? Возвращаем права гражданам, возвращаем украденную собственность, особенно на природные ресурсы, на основные средства производства, то есть национализацию проводим.
буквально одно из первых наших мероприятий будет. А национализация даст прочную экономическую основу дальнейшего преобразования. Ну, конечно, это же вот природные ресурсы, основные средства производства дают наибольшую налоговую базу, да? То есть они формируют бюджет. Вот. Ну и тут же говорится о том, что будет пресечено ограбление мелких товаропроизводителей. То есть вот мелкий бизнес, средний бизнес, он сохранится. Так? У нас сейчас больше частных товаропроизводителей, нежели общественных, государственных. Да? Но их грабят, вот мелких грабят крупный капитал, чиновники грабят и всякие преступные группы мафиозные. Далее, что говорится, представительные органы власти и правительства обеспечат условия безопасности и независимости страны, создадут гарантии от попыток творцов нового мирового порядка, в кавычках, прибрать к своим рукам природные богатства и производственную базу России, станут всемирно содействовать экономической и политической реинтеграции республик преступно расчлененного Советского Союза. Вот по этому абзацу что можно сказать, да? Ну, конечно, вот придя к власти, вот, представительные органы и в правительство, наши люди, конечно, ну, мы попытаемся обеспечить условия безопасности и независимости. А сейчас, вы знаете, вот в связи со специальной военной операцией, да, вот власть обратила внимание, наконец, на армию, обратила внимание на независимость, на безопасность, на создание своей экономики в связи с санкциями и так далее. Но все равно, как говорится, мы в этом плане будем более последовательны, более принципиальны и, значит, не только прочно обеспечим независимость и безопасность страны, но еще и будем, вот сказано здесь, реинтеграцию попытаемся провести. Ну, сейчас вы знаете СНГ, да, пресловутая, созданная как раз в 91 году, в декабре месяце, СНГ, да, в Алма-Ате. Ну, формально оно, как говорится, до сих пор существует, но мы, фактически, Россия, вот сейчас, вы знаете, сегодня отмечают, вернее, вчера даже отметили, да, 25 лет союзному государству, вот мы наиболее близки только с Белоруссией. Даже с Казахстаном отношения, конечно, неплохие, но в основном экономические. Вот на политическом плане, там, ну и так далее, сближение меньшее вот со странами Востока. А мы попытаемся все-таки вот эти бывшие советские республики, ну, не считая, наверное, стран Балтии, которые наотрез откажутся, там, они уже в НАТО вошли, там, да, вопрос с Украиной возникнет, возможно, с Молдавией. Вот, остальные республики постараемся все-таки собрать. Дальше. КПРФ будет активно возрождать и развивать непосредственное народовластие. Что это такое? Это местные советы народных депутатов, советы трудовых коллективов, комитеты самоуправления, самоорганизации, самозащиты. Поддерживать будем, значит, введение контроля трудящихся, так называемый народный контроль, да, за исполнительной и представительной властью. На референдум будет вынесен вопрос о восстановлении в полном объеме советской системы государственной власти. Это вот на первом этапе, так? Ну, по этому абзацу что можно сказать, да? Непосредственно народовластие, ну вот тут уже сказано, вот мы возвращаем то, что было в Советском Союзе. Местные советы будут действовать, народных депутатов. Сейчас пытаются вот ликвидировать на уровне сельсоветов, ликвидировать представительную власть. Там только останется глава, наследников там и так далее. Так? Вот. Мы вернем вот эту вот систему сельсоветов и так далее. Да? Советы трудовых коллективов и комитеты вот разные самоуправления, самоорганизации, самозащиты даже. Ну, потому что время неспокойное. Вот. И тут говорится о введении фактически народного контроля, который играл важную роль в Советском Союзе. Он контролировал исполнительную и представительную власть. Ну, были, может быть, свои недоработки, но в целом народный контроль, он очень важный институт еще со времен Владимира Ильича Ленина. Дальше, на референдум мы уже будем проводить, потому что при этой власти ни одного референдума практически не было, почти не было, по-моему, кроме там референдума о Конституции 93 года. Так? А так, значит, на референдум будет вынесен вопрос о восстановлении в полном объеме советской системы государственной власти. Ну, то есть, вот власть примерно как в Советском Союзе была, вот какие ступени, какие выборы были, Верховный Совет, значит, Верховный Совет Республик и местные советы. Второй этап.
После достижения политической и экономической стабильности, вот на первом этапе все-таки надо стабильность какую-то установить. Так? Вот. Ну, многопартийность, не знаю, может быть, частично сохранится, многоукладность сохранится, ну, об этом вот ниже. После достижения политической и экономической стабильности КПРФ примет необходимые меры, чтобы максимально обеспечить все более широкое участие трудящихся в управлении государством. Это необходимо сделать через советы, профсоюзы, рабочее самоуправление и другие рожденные жизнью органы прямого народовластия. Ну, это вот, знаете, это буквально возвращаемся к идеям Владимира Ильича Ленина. Вот Ленин говорил, что социализм – это творчество масс. То есть массы сами будут строить новое общество и сами предлагать формы. Вот какие формы, да? Вот советы, профсоюзы, рабочее самоуправление, многие другие. И вот сами массы будут строить государство и управлять им в определенной мере. Но это уже, как говорится, на последующих этапах будет, да, потому что вот как бы от государственного управления постепенно будем переходить, как сказано было когда-то в Конституции, в программе 3, к коммунистическому самоуправлению. Ну, это немножко дело будущего. Да? Далее, в экономике отчетливо проявится ведущая роль социалистических форм хозяйствования, которые наиболее эффективны в деле обеспечения благосостояния народа. На этом этапе еще сохранится обусловленная уровнем производительных сил экономическая многоукладность. Взяв в свои руки природное богатство и стратегические отрасли производства, государство наладит планирование основных показателей развития народного хозяйства, сформирует полноценный бюджет и станет важнейшим заказчиком продукции для отечественных производителей. Народная власть с помощью плановых и рыночных механизмов будет активно регулировать развитие экономики и социальной сферы. Сельскохозяйственное производство получит государственную поддержку. Будут ликвидированы пресловутые ножницы цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Да? Вот. Будет ликвидировано ограбление села и его тружеников. Основу возрождения села партия видит в крупных предприятиях, соединяющих производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции. Станет последовательно расти уровень жизни трудового народа. Вот тут буквально второй этап, это вот один абзац. Вот сейчас он большой, сейчас чуть-чуть я его расшифрую. Да? Итак, мы говорили, ну, во-первых, действительно, вот это вот народное представительство, народное самоуправление, да, оно должно возрастать на втором этапе. А в экономике еще, вот я говорю, ну и в политической жизни, возможно, да, сохранится, может быть, многопартийность. То есть какие-то партии мы не сразу же будем там закрывать все, как это было, допустим, после 17 года. Так? Даже после 17 года какое-то время существовали эсеры, меньшевики, но потом они встали на сторону белых. И их власти какая-то еще многопартийность, возможно, будет какое-то время, так? На этом этапе. Будет многоукладность, то есть разные формы собственности. Ну, будет общественная собственность основная, да, потому что многие люди этим занимаются, это раз. Во-вторых, капиталисты, я говорю, они очень шустрые люди. Если их держать под контролем, как Китай, в Китае работают бизнесмены, миллионеры есть и так далее, да. Но если они под контролем партии и работают в интересах народа, а они очень шустрые люди, так, эти капиталисты, то они, конечно, значительно помогут восстановить и развить народное хозяйство. Теперь, вот сейчас тоже власть вроде вводит плановое начало, да, тоже планирует на 5 лет, ну и на 5 есть, да, 5 лет это на срок, допустим, президента, на срок там Государственной Думы планирует, да, но планируют уже на 10 и больше лет. Но при капитализме вот эти вот мы немножко скептически смотрим. Вот они планируют, в 30-м году будет то-то, то-то. Что будет завтра, неизвестно при капитализме. А уж там на 10 лет вперед, тем более, да? Вот. Далее, а вот при советской власти все-таки стабильность и уверенность была, надежность была власти, так? Поэтому будем рыночные и плановые рычаги использовать. Ну, плановые опять пятилетки будут, возможно, да, десятилетки там и так далее, так? А рыночные механизмы все равно, от них никуда не денешься. Сельское хозяйство, вот сельскохозяйственное производство, которое сейчас
находится в наихудшем положении, да? Вот его надо поднять. Ну, потому что колхозы ликвидировали, совхозы ликвидировали, существуют кооперативы, ну, народные предприятия, мы, понятное дело, приводим в пример. Да, но даже вот при этой власти существуют уже достаточно крупные предприятия, которые занимаются развитием сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство очень трудоемкое, очень энергоемкое, очень сложное производство, и без помощи государства ни в одной стране сельскохозяйство не развивается. Государство будет серьезно помогать сельскому хозяйству. Сейчас тоже делают вид, что вот увеличивают там какие-то проценты бюджета на сельское хозяйство. Но сельское хозяйство, вот видите, оно все-таки у нас в тяжелом положении. Но не зря во всей России, в Якутии в частности, народ из села бежит в город. Потому что на селе нет работы, на селе условия жизни очень тяжелые. А в городе, конечно, гораздо, ну, город более продвинутый, здесь, как говорится, есть больше возможностей. Поэтому вся молодежь стремится вот при этой власти, бежит в города. А мы, вот в Советском Союзе, деревни, села ведь жили нормально, как говорится, работали. Ну, молодежь, конечно, тоже всегда стремится туда, где лучше, но все-таки вот была такая политика, что все, кто учился, всех потом на 3 года возвращали, ну, можно сказать, на родину. Так? Работать врачами, учителями, сельскохозяйственными работниками и так далее. Вот. И мы тоже, значит, конечно, на селе надо возрождать крупные предприятия. Ну, колхозы посмотрим, совхозы точно будут, так, и так далее. Вот. Причем, ну, агропром уже был при Советском Союзе, да, когда он действительно не только выращивали, да, или там производили животноводческую продукцию, они ее перерабатывали и продавали оптом, по крайней мере, да. Вот, там, а сейчас посредников целая куча, да, которые, значит, по дешевке скупают на селе, а продают в городе втридорого. Как я. Да. Так, теперь третий этап. Это вот на втором этапе. На втором этапе вы видите, значит, на втором этапе что происходит? Происходит определенное укрепление, экономическое, политическое, народная власть укрепляется, так? Государство, значит, принимает меры, чтобы значит, на всех уровнях жизни государство окрепло. Ну и, наконец, третий этап. Его содержанием будет энергичная работа по окончательному формированию социалистических общественных отношений, обеспечению устойчивого развития социалистического строя на собственной основе. Станут доминировать общественные формы собственности на основные средства производства. По мере возрастания уровня реального обобществления труда и производства постепенно утвердится их решающая роль в экономике. Более ярко проявится значение науки как непосредственной производительной силы общества. На основе достижений научно-технической революции будет проведена реконструкция народного хозяйства. Более полно и широко станут удовлетворяться потребности людей. Власть обеспечит ускоренное развитие образования и культуры. Ну, в общем, смотрите, вот по этому абзацу, да, значит, на третьем этапе, ну, считается, первые 2 этапа, это как бы немножко такие переходные этапы, да? Вот. Третий этап, вот считается, что уже социалистические общественные отношения уже будут преобладать. Ну, все-таки на 2 этапах будет вот эта многоукладность еще, да, малый и средний бизнес будет работать там и так далее, в общем. А вот на третьем этапе уже преобладать будет общественная социалистическая собственность. Там на первых 2 этапах там, ну, тоже будет, конечно, основные рычаги будут власти, экономические рычаги будут в руках власти. Но вот на третьем этапе уже социализм как бы на собственной основе, то есть основы социализма уже будут в какой-то мере заложены. И вот на этой основе начнут развиваться социалистическая общественная собственность, формы производства и так далее, да, вот. И роль частного сектора будет снижаться. Будет снижаться. Вот. Ну, про науку. Ну, наука сейчас, конечно, вы знаете, она и в советское время, научно-технический прогресс был, да, наука особенно сильно пошла. Ну, она на протяжении всего 20 века, там, с конца 19-го, несколько этапов было научно-технической революции. Вот. Первый этап, второй этап, третий этап, там, и так далее, да. Сейчас вышли на очень высокие уровни, вы знаете. Сейчас
вот говорят об информационном обществе даже и так далее. Вот это использование современных технологий, они очень серьезно продвинули жизнь общества, ну, в том числе экономику, в том числе оборонку, в том числе, как говорится, даже развитие образования и культуры, вот, развитие медицины и так далее. И вот, конечно, науку, научно-технические достижения будем и дальше развивать. Сейчас вообще стоит задача, вот, даже при этой власти, стоит задача в технологическом плане догнать и перегнать западные страны. Ну, в чем-то мы их обогнали же, вот в оборонке. Орешник. Вот сейчас Лукашенко Александр Григорьевич просит у Путина: дайте орешник Белоруссии. Да. Ну, орешник — это современное такое действительно оружие, которое, конечно, не является массовым, да. Но вот, допустим, если орешник, ну, один залп дать там, один выстрел, это одно мощное поражение. А если 2-3, это примерно как атомная бомба среднего размера. Вот если в одно место 2-3 орешника направить, это как атомная бомба будет. Но без заражения. Заражения не будет радиоактивного и так далее. Так, теперь, ну и что еще? Социализм и коммунизм в целом, да? На первом месте все-таки стоят интересы человека, общества, а не капитала, не кошелька и так далее. Поэтому при социализме вот начнет более широко и полно удовлетворяться потребности людей. То есть зарплата вырастет, соответственно, да, там пенсии вырастут, другие социальные пособия. Это раз. И во-вторых, конечно, ну, будет более бесплатное образование, медицина, опять вернемся, да, вот, развитие творческих начал у людей, все это будет бесплатно. А сейчас все на платной основе. Так. Ну, все не все, сейчас значительная часть. Без денег сейчас мало что можно сделать, да? Дальше идем. КПРФ рассматривает социализм как свободное от эксплуатации человека человеком общество, базирующееся на общественной собственности, распределяющее жизненное благо по количеству, качеству и результатам труда. Это общество высокой производительности труда и эффективности производства, достигаемых на основе научного планирования и управления, применение наукоемких и ресурсосберегающих технологий. Это общество подлинного народовластия и развития духовной культуры, стимулирующее творческую активность личности и самоуправление трудящихся. Человек станет главной целью и фактором общественного развития. Ну и тут последний абзац, тут я вот тоже его сразу дочитаю и прокомментирую. По мере развития социализма закладываются и вызревают необходимые предпосылки для становления коммунизма, то есть исторического будущего человечества. А чем будет характеризоваться вот коммунистическое общество? Да? Оно будет характеризоваться несоизмеримо более высоким, чем при социализме, уровнем общественных отношений, представляет собой бесклассовую ассоциацию, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Это выражение Маркса. Так? Вот, теперь я прокомментирую, да? Вот тут даже эти два абзаца, особенно вот первый, выделен таким шрифтом. То есть социализм, конечно, это общество уже свободное от эксплуатации человека человеком. Сейчас, хотя мы это, может быть, не наблюдаем, да, как там, скажем, в 19 веке и так далее, но все мы в определенной мере эксплуатируемся капиталом. То есть мы работаем, получаем зарплату меньше, чем положено, а вот это вот оставшиеся деньги забирают себе капиталисты, власть там и так далее. Дают мало. Нам вот при социализме так, люди должны получать, ну и будут получать, я думаю, да, жизненные блага, зарплату и так далее, по количеству, качеству и результатам труда. То есть вот как сработал, так и получил. А сейчас все-таки обманывает. Сейчас обманывает. Ну и вы знаете, что вот Маркс же выяснил, что есть такое понятие прибавочная стоимость. То есть вот человек работает 8 часов, да? Ну на многих предприятиях капиталисты, они даже предлагали, давайте введем 12 часов. Ну отказались. 8 часов все-таки основные, но кое-где они предлагают, давайте поработайте еще. Мы доплатим там и так далее. Но доплачивают меньше, чем положено. А вот это вот дополнительный труд, это прибавочная стоимость. Что социализм, конечно, это общественная собственность
будет преобладать уже явно. Так, общество высокой производительности труда и эффективности производства, достигаемых на основе научных и технических достижений. Да? Ну вот применяют сейчас, вот вы знаете, наукоемкие и ресурсосберегающие технологии. Ну, почему вот человечество переходит к этому? Во-первых, потому что в мире постепенно вот эти вот, как они говорят, источники сырья и так далее, которые не возобновляются, невозобновляемые источники сырья, они снижаются. Вот то, что дает земля, то, что земля дает, да, то, что вот капитализм так безрассудно расходует, и сейчас расходует, вообще-то вот ученые это тоже говорят, что как можно газом, там газ использовать только как топливо. Как можно использовать нефть только как топливо? Это неправильно, потому что газ и нефть – это очень ценное сырье, из которого можно делать очень многие вещи. Химия может делать, да? А мы его пускаем, сжигаем все. Значит, запасы газа, нефти и других природных ископаемых, они не беспредельны, они заканчиваются. Поэтому человечество переходит на наукоемкие и ресурсосберегающие технологии. Потому что, к сожалению, вот, человечество идет к тому, что, значит, вот так безрассудно, мы еще живем широко, у нас 30% с природных богатств мира, а нас всего 2% от всего населения. Мы немножко так вот, мы, кстати, в Советском Союзе чуть-чуть, да, вот, и сейчас, да, немножко так транжирим, но у нас всего полно. Поэтому что жалеть? Лес жалеть, что жалеть? Леса полно там, да? Что жалеть воды? Воды Байкал напоит там. Это неправильно. Вот потом будем подходить. На Западе там уже подходят, потому что у них ресурсов нет. Они вынуждены. И мы подойдем, да, к тому, что будет вот эти вот наукоемкие ресурсосберегающие технологии во всех сферах. Но потом вот, да, тут говорится о том, что общество при социализме это подлинное народовластие будет и развитая духовная культура, стимулирующая творческую личность, активность личности. Ну, в целом, вы знаете, вот новое общество, вот, справедливое, да, мы говорим, народное общество, социализм, коммунизм потом, да, он же нацелен на интересы человека, на интересы людей. Причем, как говорил еще и Маркс, Энгельс и так далее, и Ленин, говорили о том, что человек очень творческая личность. В нем заложено очень много всяких начал. Есть очень талантливые люди, гении там, они все... А есть простые люди, но у них, если их, как говорится, с ними поработать, они много чего могут сделать. Да? Поэтому вот эти вот человеческие, творческие возможности надо развивать. Ну, при капитализме, знаете, люди задавлены работой, приходят с работы, какой там творческий, отдохнуть бы, утром опять на работу. И вот так вот работают изо дня в день, никаких выходных мало, все-таки, да, это, ну и вот при социализме все-таки рабочий день будет снижаться постепенно, а свободное время будет увеличиваться. Ну, это вот такая тенденция должна быть. Ну, это с помощью, кстати, современных робототехника, сейчас искусственный интеллект, многое, да, то есть сейчас механизмы работать будут, человек будет творить, вот. Ну и, конечно, вот дальше тут сказано, что от социализма, конечно, будет постепенно переход к коммунизму, но это уже более высокое, еще более высокий, несоизмеримый даже с социализмом уровень жизни, уровень развития. Ну, мы должны, вы знаете, между прочим, так, мы должны осваивать, вот космос начали осваивать, но нам надо идти дальше. Вот, возникает же проблема о том, что Земля, ну вот я уже сказал, Земля, ее ресурсы не беспредельны, а население растет. Уже людям кое-где не хватает воды, еды, вот. Ну, из-за капитализма, конечно. Если планово все распределить, вот эти 8 миллиардов, которые сейчас живут, мы даже 10, 15, даже 20 миллиардов можем прокормить и нормально жить, используя ресурсы Мирового океана. Мировой океан еще используется, ну, но не полностью, конечно, да. Так, и переходим к следующий параграф. Программа минимум. Вот что подразумевается под этой программой. Смотрите, это ближайшие наши задачи.
Программа «Минимум» предусматривает первоочередные меры по реализации стратегических целей партии. Вот о чем мы говорили там, да, вот особенно третий этап, это стратегические цели, к чему стремимся. А вот минимум, это вот как мы будем к этому подходить. Эта программа вызрела в самых широких слоях трудящихся, была поддержана ими на народном референдуме в ходе многочисленных протестных акций, манифестаций и собраний. То есть вот то, что нужно сделать в первую очередь. Люди что говорили? Поэтому в современных условиях КПРФ считает необходимым: первое, установить власть трудящихся народно-патриотических сил. Второе, остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильем молодые семьи. Ну, по первому понятно, там установить власть, да, об этом мы только что говорили. Вот второе, вымирание страны, действительно проблема. Слушайте, при этой власти как бы наш президент Путин не выступал, да, вот сейчас он итоги подводит 2024 года. А народ-то вымирает. У нас, к сожалению, отрицательная тенденция. В Советском Союзе по 3 миллиона прирост шел из года в год. В среднем 3 миллиона. А сейчас 500 600 тысяч каждый год меньше становится население. Ну, по разным причинам, так? Вот. В том числе, конечно, людям сейчас сложно заводить детей, тем более много детей, да? Вот. Есть отдельные семьи многодетные. Вот вчера показывали, тут у нас тоже в Якутии тоже есть по 10-15 детей воспитывают. Ну, своих там где-то 4-5 и остальные приемные дети. Таким людям даже эта власть создает условия определенные, да? Но мы тем более должны на это обратить внимание, чтобы восстановить население страны и так далее, да? Путин тоже сейчас, вот одна из таких главных проблем, это вот не только сохранить население, но его увеличить. Ну, вот у них плохо получается пока. Вот детские сады, они же сейчас вот государственных мало, не хватает. Частные дорогие. Там, да? Поэтому вот при социализме мы должны обеспечить детскими садами, школами. Кстати, школ не хватает. Школы тоже перегружены. Да? Вот. И вот насчет молодежи, обеспечить жильем. Ну, сейчас ипотека. Ну, ипотека, это же надо всю жизнь горбатиться, чтобы потом это, чтобы она собственностью стала. Да? А мы должны вот в советское время, тоже не строили, да? Квартиры получали бесплатно. Очередь была определенная, да? Но получали бесплатно, потом приватизировали, как вы знаете, да, и так далее. Дальше идем. Национализировать природные богатства России и стратегические отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан. Но об этом мы уже говорили. Это вот требует граждане, что надо национализировать. Потому что природные ресурсы и стратегические отрасли сейчас в руках частных компаний. Ну, там, может, не одного человека, компания, но все равно это частники. «Газпром» там и так далее, да? «Сургутнефтегаз» — это все частные компании. Там государство мало участвует или участвует, но недостаточно. Дальше. Вернуть в Россию из зарубежных банков государственные финансовые резервы и использовать их на экономическое и социальное развитие. Ну, вы знаете, что Путин это предлагал. Если вернете и так далее, мы вам простим. Пока он все это, ну, пока наши эти олигархи раскачивались, начались санкции, и сейчас все эти капиталы, они заморожены там. Они их не дают ни этим частникам, ни государству не возвращают. Мало того, они часть уже денег, ну, правда, считают, что это прибыли, да, от наших вкладов. Ну, государство вкладывает в эти иностранные бумаги и прочее. Вот эти прибыль дает Украине. Как возмещение якобы нанесенного ущерба и все такого, да? Так, теперь, ну, мы, конечно, если вот к власти придем, какие там эти самые, мы будем уже очень строго смотреть за тем, чтобы финансы, валюта там и так далее, золото не вывозилось за границу. Сломать систему тотальных фальсификаций при проведении выборов. Ну, действительно, слушайте, 30 лет мы боремся с этой властью, чтобы нас не обворовывали, не фальсифицировали выборы и так далее. Бесполезно. Чем дальше, тем хуже. И Путин и так далее, они не обращают внимания. К власти мы, значит, выборы будут честными. Да. Не то, что это сейчас, да. Дальше. Создать реально независимую судебную систему.
Вот сейчас суды тоже. Ну, казалось бы, суды всегда своя власть, там третья власть, да, вот, судебная. Но они тоже зависимы. И чуть что там власть им может позвонить, сказать, этого посадить, этого не трогать. Вот как в Америке, да? Президент Байден простил своего сына преступника, который там получил бы, говорят, чуть не 20-30, если не больше лет мог получить за свои преступления. Кто? По американским законам. Хантер Байден, сын Джо Байдена. А его простил отец. Имел право, ну, в смысле, у него есть право у президента простить преступника. И он простил, да? Вот такие дела. Так, дальше идем. Осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный контроль над ценами на товары первой необходимости. Ну вот видите, мы живем при рынке, так? Вот. А при рынке, причем мы в мировую систему рынка вошли. В общем, там кризис, и у нас кризис, там цены растут, или там и у нас растут, там провалы, у нас провал. В общем, короче, в Советском Союзе действительно цены были достаточно дешевые, так? Ну, у нас был, конечно, немножко свой рынок социалистический, да, и цены были действительно на товары, на продукты, на транспорт были очень дешевые. Даже пенсионеры чуть не каждый год могли ездить на курорт там, и так далее, на свою пенсию. В Советском Союзе. А сейчас, вот, как говорится, только раз в 2 года дают вот работающим, ну, не работающим вроде тоже, бесплатный проезд. Ну, это до Москвы только доехать, все, а дальше как хочешь, да? Так, смотрите, борьба с бедностью. Бедность у нас, вот несмотря на этот капитализм, при капитализме всегда будут бедные, безработные, это закон капитализма, так? Но бедных вот у нас в стране где-то 15 и больше процентов, то есть где-то 40 миллионов с лишним живут ниже прожиточного минимума, так? А это нищета, это... У нас даже те, кто живут на прожиточный минимум или чуть выше, тоже по европейским меркам тоже считаются бедными. Вот. Так, дальше. Пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан, позволяющие растаскивать природные ресурсы страны. Прежде всего, закон о монетизации льгот, трудовой, жилищный, земельный, лесной и водный кодексы. Не допустить повышения пенсионного возраста. Значит, вот по этому абзацу, что можно сказать, да? Вот законы, ну тот же пенсионный возраст, вы знаете, даже вот шум подняли, ну что, власть все равно, как говорится, повысила. А у нас, к сожалению, люди живут очень тяжело, медицина у нас еще не на таком высоком уровне, потом она стала платной, поэтому многие не доживают даже до пенсионного возраста. Мужчины, 65 лет, немногие доживают. А кто доживает, этой пенсией немного пользуется. То раз, год-два и опять. Поэтому будем возвращать пенсионный возраст, который был при Советском Союзе. Монетизация льгот. Вот наши льготники, которые были в Советском Союзе, да, их было много, около 40 миллионов, на 300 миллионов, да. Но они пользовались льготами, вот я в частности, ветеран труда, да, были льготы не только там на проезд, но и на эти самые коммунальные услуги. Там, по-моему, 25% я платил меньше. А сейчас что сделали? Все льготы заменили деньгами. Так? Вот дают, допустим, нам, ветеранам труда, там где-то по 3000 ежемесячно. Вот, значит, якобы это закрывает вам и коммунальные услуги, и проезд, и там, и зубное протезирование, допустим. Там, да. Это все обман, вот эта монетизация, они льготников сильно подвели. Ну, а трудовой, жилищный, земельный, лесной, водный кодексы, да, они подстроены под рыночную экономику, под капиталистов. Значит, фактически сейчас все покупается и продается, включая землю, и даже леса, сейчас частники уже есть, леса, и воды даже присваивают, озера и так далее, да, частные руки. Поэтому все это мы должны будем перевести в нормальное русло, потому что, значит, все эти и земля, и леса, и воды, это все общенародное достояние.
А трудовой и жилищный кодексы, они тоже, как говорится, не в интересах народа сейчас действуют. А мы сделаем в интересах народа. Дальше. Восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство. Установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10% дохода семьи. Прекратить выселение людей на улицу. Расширить государственное жилищное строительство. Ну, это вот жилищный вопрос, как говорится, да, это очень сложный. Вот эта власть, она вообще живет, эта власть, в значительной мере за счет наследства, которое получила от Советского Союза. Но это наследство, вот в ЖКХ, например, трубы, они уже за 30-40 лет больше им, да, они пришли в негодность, надо их менять. К сожалению, вот вы знаете, жилищное коммунальное хозяйство у нас, во-первых, очень дорогое. В Советском Союзе, видимо, так, было не более 10% дохода семьи, а сейчас гораздо больше платим. Да? Дальше. С нас берут за капитальный ремонт постоянно, а капитальный ремонт проводят раз в 5 лет там, или в 10. И немногие доживают или, как говорится, получают вот этот ремонт. Платят и не получают. Теперь за жилищно-коммунальные услуги, да, вот власть переложила развитие жилищно-коммунальной сферы на население. Вместо того, как вот в Советском Союзе. В Советском Союзе ЖКХ в основном обеспечивало государство. Оно ремонтировало там и так далее, и так далее. А сейчас все переложили на жителей. Вот. Поэтому очень высокие жилищно-коммунальные услуги. Ну еще что? Вот даже выселяют людей за долги на улицу. Так? И сейчас много мошенников всяких, тоже народ обманывает, особенно ветеранов. Ну и, наконец, вот жилищное строительство. Раньше, я говорю, люди стояли в очередях немножко, ну, конечно, какое-то время ждали, но получали бесплатные квартиры. Так? Вот. А сейчас, во-первых, и очереди очень большие, и долго ждать, и строят мало. Фактически, значит, по государственное жилищное жилье государственное получить очень сложно. А все остальное надо покупать. А квартиры сейчас заоблачные цены. Дальше. Увеличить финансирование. Вот, конечно, поэтому жители обращают внимание, наше население, на вот этот вопрос. Он очень, ну и Путин сейчас тоже обращает внимание. Жилищно-коммунальное хозяйство. Если мы его, кстати, сейчас не сделаем ремонта и так далее, да, то она может привести там, к коллапсу. И так каждый год зимой аварии. То там трубы порвались, то тут вода течет, там, говорится, и прочее. Далее. Увеличить финансирование науки, обеспечить ученых достойной заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности. Ну, вы знаете, что вот, к сожалению, науку ограбили, отняли у нее все вот материальные собственности, у нее там были здания, участки какие-то и так далее, лаборатории, да. Вот наука в значительной мере сокращена у нас. Ученые получают очень недостойную заработную плату, так, не то что в Советском Союзе. Вот. Ну и, конечно, у нас до сих пор, я так думаю, молодежь, ученые, очень много талантов, да, уезжают за границу. Вот особенно в 90-е годы, там, 2000-е годы, да, уезжали в Америку, они им там создавали славу Силиконовой долины и прочее. Наши люди уезжают. Почему? За границей, потому что ученых ценят больше. А у нас нет. Это неправильно. Дальше. Восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и высшего образования. Ну вот сейчас идет эта реформа, бесконечная реформа в течение 30 лет. Так? От Болонской системы будем переходить к более, ну, возвращаться в определенной мере к советской системе. Она более была, ну, она давала больше знания, больше, как говорится, требования были, так? В общем, специалисты выходили из советских вузов очень высокого уровня. Об этом признавала вся мировая общественность, так? А сейчас наши эти бакалавры, магистры и прочее, их за рубежом даже не воспринимают. Ну и, конечно, вот надо бесплатное вводить обучение, потому что у нас платные есть и платные школы, и платные вузы, и так далее, и тому подобное. Обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения. Вот здравоохранение у нас тоже, знаете, вот сейчас больных очень много. Несмотря на то, что идет постоянная реклама, значит, обращайте внимание на здоровье, всякая реклама, лекарств и прочее, да? Больных море, да?
поликлиники и больниц не хватает. Вот. Качество здравоохранения серьезно подсело, потому что выпускников готовят не очень достаточно, недостаточно их оплачивать, их труд. Врачей не хватает, среднего персонала и низшего медицинского персонала не хватает. Особенно, вот если взять Якутию, ну у нас в городах-то еще ладно, да, а вот на селе, на севере и так далее, там врачебная помощь очень слабенькая. Энергично развивать наукоемкое производство. Ну, понятно, как говорится, мы должны идти в ногу со временем и не должны отставать от западных стандартов, от западных достижений. Мы должны их догонять и обгонять. Далее, обеспечить продовольственную и экологическую безопасность, поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Так? Ну, действительно, вот одно время, ну, до санкций, мы закупали продукты и товары до 60 и более процентов за рубежом. Слушайте, страна, у которой больше всего черноземов, когда-то говорили, так? Страна, у которой, значит, огромные посевные и площади, и прочие площади, у которой животноводство было когда-то очень большим, значит, сейчас все это сократилось. Вот Зюганов неоднократно говорил, там, что 5-я часть земель и так далее заросла бурьяном у нас. То есть фактически государство, сельское хозяйство бросило на произвол судьбы. Поэтому сельскому хозяйству надо особое внимание. Так? И экологическая безопасность. Ну, экология, вы знаете, сейчас во всем мире об этом борются, потому что одни мусорные свалки чего стоят, да? Ну уж не говоря о том, что заводы, промышленное производство, сельскохозяйственное производство, да? Население в значительной мере мусорит, значит, портит природу. Плохое отношение у нас к природе пока. Вот это все должно быть прекращено. В Советском Союзе все-таки на это обращали больше внимания, и люди действительно следили за экологией. Так, дальше. Установить приоритет внутреннего долга перед внешним. Компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных реформ. Ну, вы знаете, что вот и Горбачев, и Ельцин, и Путин, и так далее, да, они все платят прежде всего внешний долг, то есть другим странам, прежде всего, долги закрывая. А вот населению своему в последнюю очередь. Причем наше население, вы знаете, потеряло очень много денег в результате, значит, 92-го года, там, да, отпуска цен, там, да, значит, введение рыночной экономики. В 98 году, в 2008 году, да, были вот эти кризисы, в результате которых люди потеряли свои сбережения. Вот в Советском Союзе такого не было. Там стабильно положил вклад и считает, что это надежно. А сейчас нет. Сейчас положил, и неизвестно, что завтра будет с твоим вкладом. Далее идет повысить эффективность системы государственного управления, сократить число чиновников, расширить права трудовых коллективов и профсоюзов. Вот. Ну, вы знаете, что в Советском Союзе были чиновники, да, конечно, чиновники, бюрократии всегда нужны, государственный аппарат, да, но сейчас он в 2 раза больше, хотя страна в 2 раза меньше населения, чем в Советском Союзе, а чиновников в 2 раза больше. И число их, может быть, и плодится дальше. Да? А эффективности нет управления. Вот говорят, да, очень много всяких сейчас беспределов творится и прочее. Люди не могут найти правду, что называется. Дальше. Расширить права трудовых коллективов и профсоюзов. Ну, потому что вот в Советском Союзе мы знали, что профсоюзы – это сила. Это школа коммунизма, да? Что трудовые коллективы своих в обиду не дадут. А сейчас всем заправляют капиталисты, и они, вот эти трудовые коллективы, они внимания особо не обращают на их требования и прочее. Далее, создать условия для развития малого и среднего предпринимательства. Ну, потому что вот даже при этой власти, да, сейчас у нас монополии, Газпром там и так далее, это монополии. Они навязывают свои цены, навязывают свое, как говорится, свои условия и так далее. Малый и средний бизнес, даже при этой власти, его давят, ему не дают развиваться. А мы, я говорю, по примеру Китая того же, ну, в рамках своеобразного НЭПа,
мы, значит, малый и средний бизнес, ну, на первых порах будем поддерживать. Так. Дальше. Обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь коммерциализацию культуры, защитить русскую культуру как основу духовного единства многонациональной России, национальной культуры всех народов страны. Ну, это очень важный момент. Тоже, знаете, вот духовная сфера, культура играет очень важную роль в развитии всех народов, и тем более нашего многонационального народа, так. И у нас, вот, вы знаете, сейчас русофобия получила большое развитие, да, на Западе, ну, в других странах, в общем, короче, русофобов, даже в наших бывших союзных республиках, Украина, Грузия, там, Прибалты, уж не говорим, да, Молдавия, там везде навязывают вот эту русофобскую линию, политику о том, что Россия это зло и так далее. Против всего русского выступает. А Россия, русский народ, это государствообразующий народ. И вообще это великая культура, великий народ, нельзя же его так относиться. И, конечно, он себя в обиду не даст, но все равно, с другой стороны, значит, вот надо принимать соответствующие меры. Да? Ну и тоже касается национальной культуры всех народов страны, потому что вот национальная политика Советского Союза, ленинская тогда называли, да, национальная политика, она действительно, ну, все народы не обижала, старалась помогать и так далее, да, развивалась. В Советском Союзе получили развитие все национальные культуры, образование, наука. Сейчас не сказать, что, как говорится, национальные культуры там преследуются или что, но развитие их ограничивается вот эти вот рыночными механизмами, капитализмом, потому что все связано с деньгами сейчас. Ну и вот дело дошло до коммерциализации культуры. Сейчас вот, и, значит, да, везде бесплатно, вот в Советском Союзе все-таки бесплатные были у нас, и музеи бесплатно посещали там, ну, вернее, платили очень небольшие деньги. И в театры могли широкие массы попасть. Сейчас очень высокие цены. И билеты очень дорого все стоят. Ну и все вот, и даже, я говорю, везде эта коммерциализация, капитализация, рыночные отношения проникли во все сферы. И все пытаются заработать, в том числе и работники культуры. Ну вот так вот, что называется, наших людей портят, да, вот капитализм он портит. Дальше. Оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, осуществить доступ к государственным средствам массовой информации всех политических сил, действующих в рамках закона, прекратить очернение российской и советской истории. Ну, то же самое, вы знаете, вот капитализм, он во всех сферах, конечно, проник, это рыночная и прочее, глобализация по-американски и прочее. Поэтому вот этот западных начал очень много у нас. И в культуре, кстати, и в СМИ, так, очень много пришло с Запада, причем много всякого такого и пошлого, и циничного, и прочее, да, насилие всякое. А у нас продолжается вот очень много демонстрировать американских, других фильмов, так, вот. Ну, свое кино постепенно встает на ноги, но пока вот преобладает зарубежное. Далее, значит, в массовых средствах массовой информации тоже вот это вот влияние Запада, оно ощущается по всем направлениям, да. Дальше, значит, вот, к сожалению, эта власть, как бы она там ни говорила, что она демократическая и так далее, но определенный, как говорится, диктат, определенная цензура существует, так, и все СМИ находятся под контролем власти. Они не допускают, например, не допускают в эти средства массовой информации наших лидеров. Зюганов очень редко выступает, другие наши лидеры очень редко. И даже другие партии редко выступают там, скажем, эти самые «Справедливая Россия», там, допустим, ЛДПР. Когда-то Жириновского давали волю, да, но сейчас даже ЛДПР меньше выступает. А вот выступает в основном Единая Россия, ее представители всех уровней и так далее. Дальше. Ну и, конечно, да, тут еще сказано, очернение российской и советской истории, оно до сих пор, ну, конечно, самые губительные годы были 90-е и 2000-е, когда по-черному ругали все советское, да,
российское, коммунистическое. Вот. Сейчас это меньше, но все равно продолжается. Все равно продолжается. С подачи власти. Дальше. Принять самые решительные меры для подавления коррупции и преступности, пресечь практику искусственных банкротств, поставить заслон рейдерским захватом. Но вы знаете, вот этот вот капитализм он породил вновь. Ну не породил, он расширил проявление коррупции, преступности. Особенно вы помните, 90-е годы, это вообще страшные годы. Значит, искусственный банкрот. Сейчас жуликов развелось. Жулья, всяких мошенников. Власть ничего не может сделать, как говорится, органы МВД ничего не могут сделать. Они вот дурят население, грабят население до сих пор, причем используя современные технологии, да, интернет-средства, там, ресурсы и прочее. Дальше. Укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить недопустимость использования вооруженных сил против народа, создание наемной армии капитала, так, расширить социальные гарантии военнослужащим и работникам правоохранительных органов. Ну, насчет обороноспособности, да, эта власть что-то предпринимает, так. Ну, во-первых, вооруженные силы у нас, я не знаю, в Конституции надо четко записать. Помните, в 90-е годы войска принимали участие, ну, правда, ГКЧП тоже там вела войска, да, ну, вот особенно Ельцин в 93-м году. Танки обстреливали, значит, Верховный Совет. Ну что это такое? Это армию пустили против народа. Да? Вот. Дальше наемные всякие. Вот у нас там ВЧК было, да, вот это вот. Или как это там, частные компании, военные частные компании, Вагнер и прочее. Что за дела? За рубежом берут пример вот самые худшие с Запада. На Западе этих, конечно, этих, как говорится, частных компаний хватает, этих наемников сейчас на стороне Украины хватает. Ну, что хорошего? Ничего хорошего. Вот. Ни для них, ни для Украины ничего это не дает. Ни тем более для России. Да? Дальше. Да, ну и, конечно, вот нужно поддерживать военнослужащих. Ну, в определенной мере сейчас это что-то делается, особенно поддерживает участников СВО и работников правоохранительных органов. Ну, вы знаете, сейчас этих правоохранительных развелось столько, что... И, кстати, власть их поддерживает в надежде, что они будут защищать эту власть. Да? Дальше. Обеспечить территориальную целостность России и защиту соотечественников за рубежом. Но это тоже была проблема вот, в 90-е и так далее, как распался Союз. Во-первых, Горбачев, там через Шеварднадзе, по-моему, Ельцин и так далее, какую-то часть территории нашей отдали американцам, китайцам отдали там, и так далее, да? Японцам чуть не норовят отдать. Ну, в общем, короче, это совершенно ни в какие ворота. Ну и, наконец, защита соотечественников за рубежом. Значит, 25 миллионов русских и русскоязычных оказались после развала Союза в других республиках. И отношение к ним было очень плохое. А на родине их очень плохо принимали тоже. Не давали гражданство, там, в общем, ну и задерживали все это. Так. И сейчас соотечественников за рубежом полно. В свое время, верно или нет, в 90-е годы там и так далее, чуть не 5 миллионов уехали в Америку. Вот сейчас вот фильм прошел про известного артиста Савелия Крамарова. Тоже, ну, правда, еще при советской власти уехал в Америку. И что? Как говорится, у нас он был один из ведущих артистов, любимых, а там он хотел прославиться, не получилось. Дальше. Проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, способствующих добровольному восстановлению союзного государства. То есть вот мы, ну не только, и сейчас вот БРИКС там и так далее, да, повернулись на восток, вот, проводим внешнюю политику сплочения народов, выступающих против диктата Запада, против НАТО и так далее. Да. Но нам надо поддерживать народы, которые способствуют восстановлению союзного государства. Ну, в том числе вот наши союзные республики, да, поддерживать их. Те, кто хотят воссоединиться. Всего этого можно добиться упорной борьбой с властью криминально-компрадорского капитала. Мы призываем всех трудящихся стать в ряды творцов и созидателей своего будущего. Ну, имеется в виду, что власть-то у нас нынче криминально-компрадорского капитала. Да? Вот. И, конечно, с этой властью надо бороться, иначе положение в стране будет по-прежнему оставаться очень тяжелым.
Ну и последний абзац, сейчас о нем коротко пройдемся, да? Вот, он касается идейного и организационного укрепления КПРФ. Ну, КПРФ ведет свою родословную от РСДРП, потом РСДРБ, большевики, потом РКПБ, потом ВКПБ, потом КПСС и, наконец, Компартия РСФСР была еще, и потом только КПРФ. Коммунистическая партия Российской Федерации продолжает дело этих организаций, да, является их правопреемницей на территории Российской Федерации. Из предшествующего опыта российского, советского и мирового коммунистического движения она берет все, проверенное практикой, что позволяет ей формироваться как подлинной партии трудящихся, дающей ответы на самые актуальные вопросы современного развития. То есть вот мы все лучшее берем. Мы преемники, во-первых, всех предыдущих партий, да, коммунистов нашей страны. И во-вторых, берем все лучшее из отечественного и зарубежного опыта. Наша партия призывает соотечественников к укреплению и расширению союза патриотических сил в борьбе за социализм, для защиты национальных государственных интересов страны. Она сделает все, чтобы союз рабочих, крестьян и народной интеллигенции, всех трудящихся, союз отстоял честь и независимость России, обеспечивая ее продвижение к социализму. КПРФ будет всячески содействовать осознанию широкими слоями трудового населения их интересов, определяющих роли рабочего человека в спасении Родины, в повороте страны на путь прогрессивного развития. Непременные условия достижения этих целей – повышение политической активности трудящихся, вовлечение их в общенациональное движение, за возрождение социализма, за свободу и целостность России, за восстановление союзного государства. Надо активизировать, да, вот таким образом наше население. Ну, для этого вот надо проводить большую агитационную, пропагандистскую работу. Партия организует и поддерживает различные формы внепарламентской и парламентской борьбы, включая массовые протестные акции, забастовки и другие формы гражданского сопротивления, предусмотренные международными конвенциями о правах человека. КПРФ рассматривает парламентскую борьбу как борьбу классовую, в которой недопустимы компромиссы с антинародным курсом нынешней власти. Только при этом условии может быть действенная связь массового протестного движения с парламентской деятельностью коммунистов. Ну, вы знаете, наши депутаты и так далее. Да, мы остро выступаем по разным вопросам и голосуем против бюджета, как правило, да, не поддерживаем антинародные различные законопроекты и акции нынешней власти. Ну и, конечно, что такое парламент? Парламент – это трибуна, с которой депутат может обратиться к широкой массе народа. Потому что за депутатами следят, их показывают. Вот, значит, поэтому депутаты, ну, должны играть активную роль, очень активную. КПРФ – партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Партия оказывает всяческую помощь по комсомолу и пионерскому движению, построенным на советских традициях. Вот. Надо отметить, что по всей стране и у нас комсомол жив, пионерия жива, и даже октябрята возродились сейчас. Да? То есть, ну, это не все школы охвачены, но ряд школ активно с нами сотрудничают. Дальше. Являясь самостоятельной общественной организацией, Коммунистическая партия Российской Федерации признает самостоятельно всех других компартий, другие компартии еще есть. Свои отношения с ними КПРФ строит на началах общности классовых интересов, политических и социальных целей, товарищества и взаимопомощи, коллективистской морали. Она выступает за преодоление разобщенности в коммунистическом движении, за его сплочение на единой идейно-нравственной и политической основе, выработанной поколением российских советских коммунистов. Есть такая организация СКП-КПСС. Ну, это объединяет все компартии союзных республик бывших. Да? Считает его укрепление важнейшим политическим условием воссоздания на добровольной основе союзного государства и на этой базе образования единой коммунистической партии. Ну, там посмотрим, КПСС будет называться или как. КПРФ развивает сотрудничество с коммунистическими рабочими партиями, антибольшевистскими движениями всего мира. Она последовательно выступает за более тесную координацию и единство действий коммунистов на международной арене. Ну вот, особенно, ну, во-первых, мы действительно всякие контакты с китайской компартией, там, с другими, да, приглашаем к нам на юбилей. Вот сейчас прошла целая серия столетних юбилеев Октябрьской революции, Красной армии, комсомола и так далее. Да? Вот приезжали зарубежные делегации. КПРФ постоянно работает над развитием, совершенствованием форм и методов своей деятельности. Для повышения политического влияния на общественные процессы партия считает необходимым
Вот что нужно, чтобы как-то народ привлечь на свою сторону. Да? Первое. Обеспечить представительство КПРФ во всех жизненно значимых для народа сферах общественной деятельности и организации. То есть мы должны не только там депутаты, да, идти, но и работать на всех уровнях и во всех организациях. Далее. Сочетание внепарламентских парламентских форм борьбы против католических порядков, координацию деятельности и максимальное использование влияния депутатских фракций, партий и групп коммунистов, представительных органов для отстаивания интересов людей труда. Ну, тут как бы, да, мы это сочетаем. Ну, вот говорится о том, что депутаты, парламентские группы и так далее, да, фракции, они должны больше принимать, ну, больше влияния оказывать, потому что у них все-таки прав больше, у депутатов. Теперь, совершенствование политической борьбы в трудовых коллективах, в органах самоуправления, самоорганизации, самозащиты, в профсоюзном, рабочем, крестьянском и патриотическом движениях, в творческих, женских, молодежных, ветеранских, благотворительных и иных организациях. То есть, ну, действительно, мы не только на разных уровнях власти там должны участвовать, да, но и должны участвовать во всех вот народных, значит, самоуправленческих организациях, начиная с профсоюзов и кончая разными, значит, благотворительными и иными. Во всех. Ну, мы и стараемся, у нас вот союзники это как раз наши ветераны, женское движение, молодежное движение, да, это наши сторонники. Так, дальше. Взаимодействие с профсоюзами в экономической и политической сферах, формирование классового самосознания рабочих, крестьян и интеллигенции в активизации их борьбы за свои права. Ну вот, к сожалению, с профсоюзом мы работаем, может быть, недостаточно. Да и профсоюзы у нас сейчас, знаете, есть независимый профсоюз, есть такой профсоюз, есть такой профсоюз. Они не очень сейчас активны сами по себе. И мы с ними тоже работаем недостаточно активно. Далее. Проведение акций в поддержку справедливых требований трудовых коллективов, наемных работников, безработных и ветеранов. Создание широкой сети объединений сторонников КПРФ. Ну вот насчет сторонников у нас, да, специальная тоже программа специальная, как говорится, мы говорили, что сторонников надо расширять вот, во всех категориях населения. Дальше. Участие в выборах органов власти на федеральном и региональных уровнях и местного самоуправления. То есть мы не только депутаты, но и должны идти на выборы в органы власти, начиная с президента и до местного самоуправления. Далее. Отстаивание гражданских прав и свобод человека в Российской Федерации, защиту прав и достоинства соотечественников в государствах, образованных на территории прежних республиках СССР. Но действительно, вот мы отстаиваем в основном интересы, конечно, прежде всего коммунистов наших, их преследуют, вот, обижают и так далее. Грудинина вспомните, Павла Николаевича и других. Ну и за рубежом, вот за рубежом тоже там у нас есть наши коммунисты, есть сторонники, их тоже надо поддерживать. Дальше. Защиту отечественной истории и культуры, чести гражданина, патриота и интернационалиста. Ну вот мы не зря говорим в наших лозунгах, да, что мы защищаем историю нашу, выступаем против антисоветизма, антикоммунизма, против русофобии и так далее. Во внутрипартийных отношениях первоочередными задачами являются следующие. Внутри партии. Идейное организационное укрепление партии, прежде всего ее основы первичных организаций. Обеспечить партийную дисциплину, да, обеспечение партийной дисциплины на базе идейной и нравственной общности, критики и самокритики, товарищества, равенства и демократического централизма. Неуклонное следование ленинскому предупреждению об опасности как левого, так и правого оппортунизма. Оппортунистов, критиков у нас хватает. Последовательное омоложение и обновление состава партии. Широкое привлечение в партийные ряды и органы подрастающей смены, сочетая энергию и задор молодых с опытом старших поколений партийцев и обеспечивая преемственность в политике. Демократизация внутрипартийной жизни. Целенаправленная работа по формированию партии трудящихся масс, исключающая явление обюрокрачивания и вождизма. Систематическое обновление всех выборных партийных органов и руководящих кадров, депутатского корпуса. Ну, демократизация, да, вот, в принципе, в нашей партии любой коммунист может быть избран и избрать любого, да, вот, это раз. Во-вторых, любой коммунист имеет право выступать и критиковать
выступать со своими предложениями и так далее, до принятия решения. Решение принято, большинство проголосовали за данное решение. Как бы ты против не был, ты должен подчиниться. Ну, конечно, вот не должно быть бюрократов, вождей у нас чрезмерно отдаленных от народа и так далее. Да? Дальше. Создание условий, которые не допускают появления политических перерожденцев, карьеристов, использующих свое пребывание в партии для достижения корыстных целей, подрыва ее авторитета. Ну, карьеристы, знаете, они всегда были. Ну, вообще, знаете, молодежи характерно то, что они должны расти. Да, выдвигаться. Ну, не надо это делать за счет партии, за счет коммунистов и так далее, да? За счет подрыва авторитета органов наших, там, наших руководителей и так далее. Вот такие есть перерожденцы, которые, да, которым лишь бы партия... Знаете, в советское время тоже там говорили, в свое время, что вот коммунисты... Почему так много было коммунистов, да, 14 миллионов, а потом вдруг после распада СССР осталось 600 тысяч там или чуть больше. Да. То есть куда девались остальные 13 с лишним миллионов? Ну, многие, конечно, как-то вот заняли такую нейтральную позицию, но, конечно, немало было и карьеристов, перерожденцев. Вот, а что далеко ходить? Горбачев, Ельцин. Путин был коммунистом. И кем стали они? Вот последний тут, да? Политическое просвещение и учеба коммунистов, внесение передового социалистического сознания в массы трудящихся, научное осмысление российской и мировой действительности, развитие фундаментальных и прикладных наук об обществе. То есть, вот мы плохо знаем марксизм-ленинизм, а его еще развивать надо. Не только знать, а развивать, учитывая современные значит, реалии. Ну, у нас вот Геннадий Андреевич, теоретик, ну, есть некоторые вот у нас, есть там Руссо, есть, значит, у нас научные силы и так далее. Они стараются вот современные реалии как-то, значит, соответственно, обобщить, проанализировать, вот, и сделать выводы, да. Вот без учебы вывод никуда. Что сказал Ленин? Учиться, учиться и еще раз учиться. Учиться коммунизму, а не просто учиться. Так? Ну и последнее. Знамя КПРФ красное, гимн КПРФ интернационал, символ КПРФ, символ Союза тружеников города, села, науки и культуры. То есть это молот, серп и книга. И девиз КПРФ какой? Девиз КПРФ: Россия, труд, народовластие, социализм. Вот на этом заканчивается наша программа, с чем я вас и поздравляю.